Всем привет, это Силомяев Фотомото, и мы начинаем движение к местечку под названием Мумасар, как я и обещал. На сей раз двигаться будем в светлое время суток, и надеюсь, вам это будет более интересно, так как в принципе ночью многого не увидишь, а днем можно увидеть все красоты нашего края, нашего Идавирума, по которому я в последнее время и стараюсь устраивать свои прогулки. Пойдем дальше. По дороге у меня будет несколько ручьев, которые мне придется преодолеть, но они достаточно маленькие, и я уверен, что особого труда мне это не составит. Сегодня прекрасная солнечная погода, небольшой минус, но на улице совершенно не холодно, и мы продолжаем свое движение. Уже практически вплотную начинаем подходить к первому нашему ручью, и сейчас я постараюсь вам его немножко показать. Я сегодня не один такой, другие люди тоже решили выйти на прогулку. Собственно, куда без этого, прекрасная погода, почему бы не прогуляться. Вот вы уже видите там поручни, которые находятся прямо над ручьем. И вот в другую сторону вытекает залив. Ну вот я решил выбраться на берег нашего залива и заодно показать вам данный ручей. Вот такой вот у нас берег красивый, каменистый, но красивый. А вот тот самый ручей. Когда-то в этот ручей заходила на нерест форель, но сейчас он уже не является настолько полноводным, к сожалению, и форелька в него больше не заходит. Продолжаем свое движение. Такие вот у нас красивые сосны растут вдоль берега. Берег у нас подмывается, конечно, штормами. Все ближе и ближе к деревьям подбирается вода. Но я думаю, они еще простоят не один десяток лет, а то и не одну сотню. Все хочу себе купить экшн-камеру, но как-то не доходят до этого руки. Приходится довольствоваться телефоном. От гибрида пришлось отказаться. Мне не нравится качество видео на нем, поэтому буду пока снимать на телефон. Солнечная погода. Солнышко светит, радует глаз. Прекрасные пейзажи. А мы продолжаем свое движение. Поднялся с берега немножко повыше, тут на приступок на такой, и
решил пойти по нему. По камням идти довольно-таки тяжело, а впереди все-таки еще не маленькая дистанция, поэтому решил поберечь силы и продолжить свое движение по тропинке. Но берег близко, в принципе, вон там он сзади меня, и в любой момент я могу на него спуститься и сделать несколько кадров, которые, конечно же, вы потом увидите в этом видео. Ну вот, собственно, мы уже практически дошли до очередного ручья, через который есть вон там такой вот мостик, через него сейчас люди переходят, и мы будем форсировать этот ручей по этому же мостику. А потом выйдем снова на берег залива, и я вам покажу, где он вытекает, этот ручей. Потом мы еще зайдем на так называемую полянку сказок, которая также основана на общественных началах нашими пенсионерами доблестными. Ну вот, собственно, я снова выхожу на берег и сейчас подойду к ручью, где он вытекает у нас. Уже отчасти покрылся льдом. Ну а что, зима, холода. Сейчас мы постараемся через нее перепрыгнуть и пойдем дальше. Чтобы зайти на полянку сказок, придется снова пройти немножко по лесу, а потом снова к берегу. И после полянки сказок нас ждет дальнейшая остановка в районе, где раньше когда-то стояла пограничная вышка. Сейчас ее, конечно же, там нету. Ну, в общем-то, сами все увидите. Как я и говорил, полянка сказок. Навес, где можно укрыться от дождя при желании. Даже елка. Ну вот видите, кто-то уже сидит, наслаждается красотами. Я тоже люблю тут посидеть. Но не сейчас. Сейчас у нас впереди еще, я думаю, порядка 3, а может быть даже 4 километров. Ну вот я решил сделать небольшую остановочку, выпить несколько глотков кофе горячего. Да, зимой всегда с собой беру небольшой термос, так как бывают морозы посильнее, чем сейчас, и спасаться получается только горячими напитками. Горячими, а не горячительными. Мы уже прошли, наверное, где-то
половину пути, но впереди еще столько же, а потом еще столько же назад. Погода радует. Всех подписчиков и зрителей хочу поздравить с Новым годом. Собственно, всех тех, кого хотел бы поздравить в новогоднюю ночь, но по разным причинам не удалось мне это сделать. Но хочу сделать это сейчас. Всех с Новым годом 2017. Пусть он будет радостным, легким и с кучей позитивных эмоций. Привал мой закончился, и я продолжаю движение. Ну и вы вместе со мной, конечно же. Фотоаппарат решил не убирать, мало ли что-нибудь вернется, поэтому надо держать его наготове. Собственно, дошел я до вышки. До бывшей вышки. Так как от нее остался только фундамент. И остается, в общем-то, совсем чуть-чуть до нашей конечной точки. Оттуда, докуда мы сегодня должны дойти. Вынужден был я свернуть снова в лес, так как по берегу идти стало практически нереально. Вода слишком близко к деревьям, и ползать там нету никакого смысла, лучше поберечь силы. Но зато в лесу вот есть вот такой вот фундамент, или как это лучше назвать, от какого-то старого хутора. Собственно, тоже свои прелести, свои красоты имеются и в лесу. Можно увидеть некоторые вещи интересные для кого-то, конечно же. Ну ладно, продолжаем движение. Можно сказать, дошли мы до нашей сегодняшней конечной точки. Остались какие-то считанные десятки метров. Так что задача минимум на сегодня выполнена. Осталось дойти тут до одной полянки, сделать небольшую передышку, погулять еще по линии обороны, где наши отцы, деды и прадеды защищали наш покой. Вот так вот выглядит эта конечная развилка нашего сегодняшнего пути. Там вот за мной горка. Если по этой горке подняться, то можно выйти на Таллинское шоссе прямо напротив населенного пункта под названием Синемя. Ну а мы пойдем немножко дальше. Сейчас тут будет слева полянка такая хорошая. Кстати, у них очень прекрасное место для остановки во время похода, так как там никогда не бывает ветра. Очень спокойное место, но при этом довольно-таки часто оно бывает занято, так как, собственно, народ его знает и старается там порой останавливаться на пикничок. Ну а мы сейчас там сделаем остановку, и вы увидите, насколько оно пригодно для установки лагеря во время похода. Имеется даже он, если видите, сарайчик стоит. Вот это даже туалет имеется здесь. Это, конечно, уже спасибо нашей республике эстонской
это, собственно, уже их творение. Конечно, в не самом приглядном состоянии. Ну, вот та самая полянка. Раньше здесь еще был столик, но его сожгли. Такой вот навесик есть здесь. Такие вот песчаные склоны, которые защищают, в общем-то, от ветра данную полянку. И костровище имеется. Собственно, очень хорошее место. В свое время, когда я был помоложе, скажем так, мы довольно-таки часто здесь останавливались, как с ночевкой, так и просто на велосипедах, пешком, неважно. В любом случае, место стоящее, тихое, спокойное и приятное. Ну а сейчас я выпью несколько глотков горячего кофе, и мы пойдем еще немножко погуляем по здешним окрестностям. Вот даже транспорт какой-то едет. Здесь движение запрещено, а кто-то ездит на квадроцикле. Нарушают. Ну, собственно, кофе выпито. Пойдем погуляем по местным окрестностям. Тут где-то есть окопы, которые в свое время довольно-таки не слабо облюбовали наши доблестные военные. Но на данный момент у них есть под Сирголо полигон, где они проводят свои учения, а местные линии обороны уже давно не используются. Вот примерно так они выглядят. Надеюсь, что вам видно. Позади меня находится. Вот. Пойдем дальше. Собственно, буду двигаться как раз по окопам. Я думаю, так будет поинтереснее немножко. Вот, в общем-то, лёжка какого-то вояки. Так, дальше нами здесь по окопу не пройти. Обойдем дерево сваленное. И ладно, будем идти вдоль них. Так будет проще. Так как нам еще, в принципе, в обратку двигать, то тоже. Вот даже так бывает. Поэтому постараемся немножко поэкономить свои силовые качества. Вот так вот все выглядит. Вынужден был прервать свое путешествие по местным окрестностям, так как на телефоне заканчивается место. Поэтому, к сожалению, вынужден направиться в обратный путь. Вот такие вот ручьи у нас порой бывают. Прям поперек дороги в Бару. Ну ничего, вот добрые люди делают вот такие вот мостики, за что им большое спасибо, через которые, собственно, вполне можно данные ручьи преодолеть, что мы, собственно, и сделаем. Сейчас на нашем пути возникнет очередной ручей, но он также сопровождается мостиком импровизированным, так что мы его тоже без проблем, я думаю, преодолеем. Вот так вот это выглядит. Мостик, как я говорил, импровизированный, но вполне выполняющий свои требования. Дошел я до очередной полянки, вот такой вот.
Сейчас сзади меня будет кормушка и скамеечка. Сейчас думаю здесь остановиться и сделать несколько фотографий птичек, как они кормятся. Выпить еще пару глотков кофе, а может быть даже съесть мандаринку. Кофе выпито, мандаринка съедена, пару кадров сделано и двигаемся дальше. Ну вот, собственно, я снова вернулся на полянку сказок. На этом, я думаю, наше сегодняшнее путешествие можно закончить. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. И не держите в секрете от друзей. Пока, до новых встреч.